Вот пойдем посмотрим. Я сегодня постирала этот ковер, про который я вам расскажу. Это ковры конец 40-х, 50-е годы в Беларуси. Вот на этом ковре, это Гомельская область, просто цветы, но красиво, симметрично, полотно все заполнено цветами. И краски даже вот с оттенками. Их, видимо, смешивали, чтобы получили розовую краску, бледно-голубую. Такие ковры называются в Беларуси маляванки, от слова малевать, то есть рисовать. Дарили на счастье, перед свадьбой или когда входили в новый построенный дом. Рисовали их по полотну, по льняному. Брали две холстины, сшивали вместе. Вот этот ковер, он тоже из двух половинок, но ткань вельвет. Такая ткань, которую, наверное, все знают, она то входит в моду, то выходит из моды. Когда такие ковры рисовали, то даже использовали картонные трафареты. И еще очень важно то, что в Витебской области на коврах рисовали сюжеты райской счастливой жизни. Райские цветы, птицы. Вот в интернете на сайте Pinterest я нашла большое количество примеров таких ковров. На белорусском языке ковер – это диван. А белорусские малеваны – диваны. Это значит белорусские рисованные ковры. То есть они не тканые, они по полотну какому-то рисуются. Я знаю, вот на клеенках рисовали, но это по ткани. Граждане новоселы, внедряйте культурку, вешайте коврики на сухую штукатурку. Никакого модернизма, никакого абстракционизма. Сохраняет стены от сырости, вас от ревматизма. Налетай, торопись, покупай, живопись. Рекомендую классический сюжет «Русалка» в одноименной опере. Музыка Добромышского, слова Пушкина. Срамота. Традиция изготовления таких ковров, рисунок на ткани, это местная культурная достопримечательность Беларуси. Такая художественная традиция признана элементом народного наследия Беларуси. Расписные ковры в Витебской области, например, район Поозерья, тоже включены в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Это я взяла из интернета такие сведения. И где-то я еще читала, что подобная традиция росписи ковров по ткани в ближнем зарубежье не было. У нас в Белоруссии в музеях есть выставки таких ковров. Рисованные ковры. Была такая народная художница Алена Киш. Она рисовала. Люди были не все большого достатка, а ковры иметь хотели все. Вот пример одного такого ковра. И вот в живом журнале тоже фамилии здесь нет. Бэйпс 71. У него белорусские маляванные диваны 1930-1960 годы. Вот у них вот тут очень много представлено фотографий. Именно вот птицы 55-59 год, да, вот они. Это вечер девушка с парнем в челне. И, конечно, это целая картина. Ну, это было вот 30-е годы до войны, они такие радушные шли. А вот олени и лев – это 50-й год, букет в вазе, 52-й год.
люди хотели украсить свое жилище и, конечно, делали это кто как мог. По той простой причине, что не все могли ткасть, и не все имели такую возможность. И тканые ковры дороже, чем просто нарисованные. Но вот эта коллекция, я вам рекомендую, поищите в интернете, и вы увидите вот букет в вазе, вот этот, конец 40-х, начало 50-х годов. Как красиво розы прорисованы. Люди зарабатывали на этом деньги, тот, кто мог рисовать, и приходил в деревню, жил у кого-то, кормился, столовался, как говорят, и рисовал.